Депутаты Госсовета Республики Коми выполняют наказы интинских избирателей. В детском саду «Родничок» сейчас идут работы по обновлению напольного покрытия спортивного зала. На просьбу сотрудников дошкольного учреждения откликнулся народный избранник Александр Попов. Среди дошкольных учреждений города спортивный зал детского сада «Родничок» самый большой. Раньше здесь был деревянный пол, но педагог-инструктор Галина Коковкина давно хотела современное специализированное покрытие. Ее мечту в реальность смог воплотить депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов. Приходил к нам в детский садик Александр Николаевич Попов, депутат Госсовета Республики Коми, и спрашивал, что вы хотите. Пожелание у меня было, что это моя мечта, вот именно, чтобы было такое покрытие. И вот она осуществилась. Зал у нас большой, 176 квадратных метров. Это если не считать инвентарный. И поэтому пол нам нужен был, но он был до этого деревянный, вроде бы как нас устраивал. Но когда Александр Николаевич пришел, Попов, то Галина Егоровна выразила такое пожелание, чтобы у нас был пол современный. Современное напольное покрытие именно для спортивных залов. И он к нам прислушался, мы очень ему благодарны, потому что мероприятие дорогостоящее. Нам вышло больше 1 000 000 рублей. Нам, конечно, республика очень помогла. И вот Александр Николаевич приходил, он уже смотрел, очень мечтал побывать на открытии, но пока в данный момент еще в процессе все, потому что срок окончания работы у нас 30 ноября. На протяжении многих лет мы привыкли видеть в спортивных залах дощатые полы. Но это далеко не самое лучшее покрытие для занятий физической культурой. Перед каждым учебным годом мы готовили наше покрытие, потому что деревянное было. Оно особого требовало ухода. Это и покраска, и разметку все надо было обновлять. И поэтому всегда мечтала, чтобы было такое покрытие, которое было бы долговечное. И покрытие именно, чтобы было более современное. Спортивный линолеум – это эластичное покрытие, которое специально разработано для занятий атлетикой, гимнастикой и игровыми видами спорта. Он универсален, многофункционален, износостойкий и влагостойкий. Чем он хорош? Он именно отвечает требованиям по безопасности, шумопоглощающий, я так думаю, также долговечное, не противоскользящие. Амортизация в присутствии, что дети спокойно могут и попрыгать, и ползать, и различные все основные виды движения, они будут выполнять более комфортно. К работам в спортивном зале приступили в начале ноября. Пока идет ремонт, дети занимаются в одном из музыкальных залов. К таким неудобствам ребята и их родители относятся с пониманием, ведь совсем скоро они смогут вернуться в уже обновленный зал. В курсе, конечно, с энтузиазмом, потому что реально понимают, что когда занимаешься, удобнее, конечно. Раньше у нас дети для того, чтобы не скользить, босиком занимались. Сейчас можно в спортивной обуви это делать. И вообще, понятное дело, не дерево, а амортизирующее покрытие, которое позволяет не допускать травм у детей. Я думаю, они только за. Тем более, все-таки хочется жить по-современному, по-новому. А этот пол уже делали с начала открытия детского сада, а это 1990 год, то этот пол был деревянный. Посчитайте, сколько времени прошло. Впереди еще много планов, ведь теперь после замены покрытия сотрудникам учреждения хочется провести ремонт всего спортивного зала. Разметка нам нужна на полу. Потом потянется ремонт, стены надо будет отремонтировать. Есть еще тут работа, которую мы будем дальше продолжать. Более делать современным наш спортивный зал. Тем более наш спортивный зал, для меня он самый лучший. Тем более в детских садах нет таких больших спортивных залов. Я думаю, что любая школа нам может позавидовать. Даже спортивный зал у нас такой. И, конечно, инструктор у нас хороший. Галине Егоровне большое спасибо. Педагог – это одно, а педагог с энтузиазмом – это совершенно другое. Потому что она всегда радеет, болеет и за свою работу, и за детей, которые сюда будут приходить. В детском саду «Родничок» 170 детей. 140 ребят на постоянной основе посещают спортивные занятия. И уже совсем скоро они смогут играть на специализированном покрытии.